Режим самоизоляции усугубил проблему одиночества стариков. К такому выводу пришли участники дискуссионного клуба «Рассвет» в Сыктывкаре. Было и раньше такое, что порой общаются с ними чаще соцработники, нежели собственные дети. Но ограничительные меры и вовсе узаконили рекомендацию разобщения и социального дистанцирования граждан. Теперь есть угроза, что последствия станут нормой, а значит, вопрос надо держать на контроле, считают эксперты. Замкнутостью и дальнейшим погружением в мир виртуальный грозит пандемия и молодежи. Между тем, это уже опасно для психофизического здоровья. Информационная плотность, шумы, ловушки и фейки лишают нас, цитата, «отдыха для головы». А еще очень быстро меняют нас. Интернет замедляет мыслительные процессы и ухудшает человеческую память. И вот, как вы сказали, да, в 5 раз медленнее. И в нашем мире, вот я коротко говорю, родились уже миллионы людей, которые используют интернет чуть ли не с пеленок. Поэтому нейронные связи представителей новых поколений будут формироваться совершенно по-другому, что потребует внимательного изучения. Педагоги и общественники высказали сожаление, что данную встречу проигнорировали представители соцзащиты, мнение которых было бы важно для выработки какого-то выхода из ситуации. Руководитель клуба в этом плане напомнил важную функцию диалога в таком формате. Дискуссия здесь в большей степени, во-первых, для того, чтобы эту проблему поднять на уровень общества и, может быть, донести до государства. Второй момент в том, чтобы как раз выработать некие рекомендации, как эту проблему можно перенести в практическую плоскость и уже дальше ее поэтапно решать. То есть выработка неких проектов, да, сейчас есть разные формы поддержки подобного рода вещей. Может быть, даже гранты, да? Да, то есть это и поддержка в первую очередь НКО, конечно. Подводя итог встречи, сделан вывод, что гаджеты, чрезмерное увлечение которыми названо вроде бы опасностью, это и выход из изоляции. Ведь видеоустройства, если их освоить, могут стать средством общения между родственниками и друзьями. А правильный поиск в интернете – это еще и самообразование.